вооружение 12-17 веков. И мало того, что оно и по форме, и по виду не отличается от того же турецкого или персидского оружия этого же периода, так и надписи на этих предметах не на русском, а на арабском языке. Будь то иерихонки наших царей, или князей, или просто русских воевод. И это не просто красивые арабески, орнамент. Там написаны конкретные изречения из Корана. Что на шлемах, что на кольчугах русских воинов. Мы уже говорили про шлем Михаила Федоровича Романова, первый из своей династии, который ранее считался шлемом святого великого князя Александра Невского. И этот шлем был даже на гербе Российской империи. А на самом шлеме 13-й аят 61-й суры Корана, где надпись на арабском гласит: «Помощь от Аллаха и близкая победа, сообщи же благую весть верующим». Вот якобы шлем царя Алексея Михайловича, это отца Петра I, где помимо арабских надписей, восхваляющих Аллаха по кругу основания шлема, есть резной наносник, на вершине которого стрелка с арабской надписью: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед пророк его». Еще раз скажу, что это шлем отца Петра I. Послушайте, как такое вообще возможно? А есть еще и доспехи с арабской вязью, щиты, мечи. Все это принадлежало нашим православным монархам.